Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня мы с вами проведем консультацию по русскому языку. Меня зовут Олеся Васильевна Тугузбаева, я председатель комиссии по данной дисциплине. Мы рассмотрим с вами вид испытания собеседования. Продолжительность собеседования 30 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Форма сдачи собеседования дистанционная. Минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. Вам необходимо повторить такие разделы, как основные разделы русского языка, это фонетика, морфемика, лексика, морфология, синтаксис, текст, культура речи, орфография русского языка и пунктуация русского языка. Как сдать экзамен в виде дистанционного формата? Обратите внимание, что первый вход через логин и пароль отправляется на электронную почту. Смотрите папку «Спам». Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Собеседование проходит в дистанционном формате в системе университета «Вступительные испытания БГПУ Акмулы», где вы заходите на конференцию. Перед экзаменом нужно показать паспорт или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть одна попытка. Для того, чтобы познакомиться с инструкцией для сдачи вступительных экзаменов, вам нужно зайти в личный кабинет абитуриента, найти вкладку «Нормативные документы», и там будет ссылка «Инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний». С расписанием вступительных испытаний вы можете познакомиться на сайте приемной комиссии, который указан на слайде. Расписание вступительных испытаний по русскому языку. Обратите внимание, дистанционный формат. Это с 21 июля по 23 июля, то есть 3 дня, с 10:00 до 22:00. Резервный день 25 июля с 10:00 до 17:00. Именно в это время открыт доступ к экзамену. Те абитуриенты, которые подали документы с 21 июля по 12 августа, для них вступительные испытания будут проводиться с 13 августа по 15 августа, также 3 дня, с 10:00 до 22:00. Резервный день 20 августа с 10:00 до 17:00. Для того, чтобы подготовиться к сдаче вступительного испытания, вам нужно ознакомиться с расписанием вступительных испытаний и также посмотреть программу вступительных испытаний, которую вы найдете на сайте приемной комиссии. Обратите внимание, вот она представляет такой вид, как на слайде. Итак, здесь как раз расписано, как нужно выполнять устное собеседование, какие будут вопросы для устного собеседования. Ну, давайте с вами рассмотрим примерные задания. Как я уже говорила, все задания поделены на разделы. Первый раздел – раздел русского языка, морфемика, как раздел языкознания, корень слова, приставка, суффиксы и окончания. Будут такие вопросы, как: что изучает морфемика, что такое основа слова, является ли основа слова морфемной, почему, что такое морфема, что такое корень слова, какие корни называются амонимичными, каков способ поделения корня в слове, что такое приставка, суффикс, окончание, какие слова не имеют окончаний. Ну и, конечно же, свои ответы вы должны подкреплять примерами. Далее имя существительное как часть речи. Что такое существительное, какие группы они делятся, как распределяются по родам имена существительных, что такое общий род, как изменяется существительное, ну и какие синтаксические функции они выполняют. Ну, как вы видите, это пока материал 5 класса. Далее сложное предложение, классификация сложных предложений, например, какие предложения называются сложными, вот 9 класс, да, какие типы сложных предложений выделяются в современном русском языке с примерами, какие предложения называются сложно сочиненными, сложно подчиненными, бессоюзными,
либо сложными со смежной связью между предикативными частями. Конечно же, опять же, здесь вы, когда будете рассказывать про сложные предложения или простые, вы должны приводить примеры обязательно. Далее, второй раздел – это текст. Вы должны здесь знать, что такое тропы и фигуры речи как средства выразительности, какие они бывают, что называется выразительностью речи, в чем различие между тропами и фигурами речи. Далее, классификация ошибок в речи, культура речи, пошел. Третий раздел. Какие виды ошибок в речи вы знаете, в чем отличие орфоэпических и акцентологических ошибок друг от друга, приведите примеры. Далее, речевые ошибки, и грамматические ошибки. Следующий раздел – орфография русского языка. Здесь вы должны знать про описание приставок, корней, различных орфограмм, и, конечно же, приводить примеры. Далее раздел 5 – пунктуация русского языка, правила постановки знаков препинания. Например, вот здесь вы видите на слайде правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом неосложненном предложении. Далее, между подлежащим и сказуемым в каких случаях ставится тире, в каких случаях ставятся другие знаки препинания, или, может быть, они не ставятся, тоже нужно подкреплять примерами. Таким образом, на устном собеседовании вам встретятся все теоретические сведения, которые вы проходили в школе с 5 по 9 классы. Я рекомендую обратить внимание на учебник «Теория» Бабайцевой, русский язык, 5-9 классы, но также школьные учебники, по которым вы занимались, Ладыжинской, 5-9 классы. Там тоже содержится теория, различные таблицы, схемы по русскому языку для абитуриентов при подготовке к экзамену. Если вы что-то забыли, советую вам обратить внимание на программу вступительных испытаний и ответить на те вопросы, которые там указаны, а также подготовить примеры, которым вы будете подкреплять свои теоретические знания, потому что на это влияет оценка ваша, которая будет ставиться. Если у вас возникнут какие-то вопросы, касающиеся русского языка, вы можете написать мне по WhatsApp, либо позвонить. Контакты вы видите на слайде. 8 917 76 84 170. Если у вас возникнут вопросы к приемной комиссии, то вы можете написать по адресу, который указан на слайде, либо позвонить по телефону, который вы видите, 8 347 287 99 99. На этом наша консультация завершилась. Если у вас будут вопросы, звоните или пишите. Всего вам доброго, удачи на экзаменах.